говорит весь мир. Рак шейки матки непосредственно связан с вирусом папилломы человека. Те факторы, о которых женщины часто забывают. Это такая основная ловушка на самом деле. Как планировать беременность? Это всегда мужчина и женщина. Почему столько сейчас проблем с этим? Прежде всего образ жизни. Женское здоровье – это самое ценное, что есть у каждой представительницы прекрасной половины человечества. Сегодня в гостях нашей студии врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники Femina Family Фатма Алиева. Хош келдіңіз. Селям алейкум. Фатма Бахшишевна, скажите, пожалуйста, с какого возраста нужно посещать гинеколога каждой женщине? В целом можно начать посещение с 18 лет, да, по совершеннолетию, так скажем. Но если возникают какие-то вопросы в детском возрасте, да, у девочки, то, конечно же, по необходимости, по требованиям. Какие анализы, обследования рекомендуется регулярно проходить? 1 раз в год необходимо посещать гинеколога. И уже на приеме гинеколог, да, в зависимости от того, что будет выявлено, сам порекомендует, какие обследования необходимо будет пройти. Обычно каждая женщина 1 раз в год проходит УЗИ молочных желез или маммографию в зависимости от возраста. И очень важное обследование – это цитологическое исследование шейки матки. Угу. Вот к этому вопросу. Насколько важна вакцинация, например, от вируса папилломы человека? На сегодняшний день об этом говорит весь мир. Да, давно уже об этом говорит весь мир, и во многих странах это прям государственные программы, и в нашей стране тоже они есть. Да, эти вакцины выделяются государством, и это действительно очень важная история, потому что на сегодняшний день уже доказано, что рак шейки матки непосредственно связан с вирусом папилломы человека. И вакцинация необходима и желательно у девочек-подростков, начиная с 11 лет, да, с 11 до 15 лет. Ну и там есть разные препараты, разные схемы ведения в зависимости от возраста. А вот какие факторы влияют на женское здоровье? То есть те факторы, о которых женщины часто забывают? Есть, понятно, факторы, это хронические различные заболевания, которые у нас есть, кроме, да, гинекологических, так скажем, проблем. И надо понимать, что здоровье все-таки наше начинается с детства. И так как мы будем растить нашу дочь, да, или девочку, конечно же, это тоже влияет на то, как дальше сложится ее репродуктивная жизнь. Много мы сейчас говорим о том, что кроме физиологических, физических факторов есть еще и социальные факторы. Да? Вот как раз-таки про них женщины чаще всего и забывают. Да? То есть можно пройти массу обследований, и вроде бы как физически все хорошо, да? Но при этом плохо спать, плохо питаться, да? Или да, иметь напряженную какую-то жизнь с постоянными хроническими стрессами, и это тоже будет влиять на качество здоровья и в том числе на репродуктивное здоровье женщины. Ну вот физически все хорошо, и если ничего не беспокоит, к гинекологу нужно обращаться? Конечно, обязательно. Это такая основная ловушка, на самом деле, мне кажется, у всех женщин, да, что если меня ничего не беспокоит, зачем мне вообще туда идти? Ну и тем более, да, прием гинеколога – это не самая приятная зачастую процедура. Так и происходит. Да? Ничего не беспокоит, и мы идем только тогда, когда уже начинает беспокоить сильно. И это заблуждение, потому что регулярное обследование, да, оно предполагает, что мы какие-то заболевания, которые себя не проявляют, можем выявить на ранних стадиях, да, и на них как-то повлиять. Вопрос репродуктивного здоровья, да? Как планировать беременность, какие обследования нужно проходить, если ты запланировал беременность? Это касается не только женщин, но и мужчин, да? Да, обязательно. Мы всегда говорим про пару, да, потому что вопросы, связанные с репродуктивным таким потенциалом в семье, это всегда мужчина и женщина. И вы знаете, вокруг этого очень много различных таких мифов, да, каких-то очень сложных анализов, очень сложных обследований. На самом деле женщине просто нужно прийти к гинекологу. И все, и пройти обычное обследование у гинеколога, да, вот УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза, например, и мазок на онкоцитологию. И если там все хорошо, гинеколог назначает, возможно, да, какие-то микроэлементы, ту же фолиевую кислоту или йод, вот, и дальше женщина идет планировать беременность в естественном, так скажем, да, естественной среде. Да, иногда все хорошо, но проблемы возникают все же. И зачастую наши мужчины, они не хотят идти. Да, к врачу.
Насколько важно, скажите, Да. пожалуйста, сейчас это на публику, чтобы это было именно парное обследование, чтобы мужчина не боялся и шел тоже на Да, обследование? когда женщина приходит, в принципе, с проблемой, да, что не получается забеременеть, первое, что мы спрашиваем, обследован ли муж. И, конечно, проводим дальше обследование женщины, но без обследования мужа, вы знаете, зачастую нет никакого смысла дальше работать непосредственно с женщиной. И на сегодняшний день мужское бесплодие, да, цифры растут. И это действительно такая проблема нашего, не знаю, наверное, уже мира, да, населения. Вот, потому что на это действительно нужно обратить внимание. И без мужчины точно ничего не получится. Да? Проблема действительно очень серьезная. И вот вопрос следующий. Какие факторы влияют на репродуктивное здоровье как женщины, так и мужчины? Почему столько сейчас проблем с этим? Давайте, если мы там про мужчин немножко начали говорить, то, конечно, это прежде всего образ жизни. Да, вот наш сидящий образ жизни, отсутствие такой физической нагрузки, питание, стрессовые факторы, да, и все, что может быть в социальной среде вокруг, да, этой пары, этого мужчины. Конечно, есть хронические различные сопутствующие заболевания, хроническое воспаление, допустим, да, и так далее. Сейчас не будем туда углубляться. У женщины, это тоже, да, так скажем, те же факторы. Вот, и женщины на сегодняшний день занимают социально совершенно другую роль. Да? И, конечно, если раньше женщины, они больше были там хранительницами очага, да, то есть они на кухне, они в семье, и мужчина брал на себя, да, эту всю стрессовую историю социальной жизни, так скажем, то на сегодняшний день, и это прекрасно, что женщины реализуются, женщины проявляются, и кроме этой всей семейной, да, части, к женщине еще, да, присоединяется, так скажем, вся социальная ее жизнь, что для нее также имеет большое значение. И это, так скажем, откладывает определенный отпечаток. Да, потому что, как бы мы с вами ни говорили, опять-таки, про физиологические, да, физические факторы и проблемы, все-таки психоэмоциональная часть, она тоже влияет на вопросы репродукции. Что важно знать женщине в этом переходном периоде от репродуктивного к менопаузе? Это очень важный момент, потому что тоже очень часто женщины сталкиваются с большими проблемами в этот момент. Каждой женщине важно знать, что менопауза – это не проблема, да, это не заболевание, это нормальное физиологическое состояние каждой женщины. И поэтому у нас есть возможность всегда к этому подготовиться, как психологически, так и физически. Психологически в каком смысле? Что у нас все еще тянутся мифы, что когда наступит менопауза, все, женщина сразу постареет, вся сморщится, да, скукожится, и прям перестанет быть женщиной, и жизнь как-то изменится. На самом деле нет. Да? Если мы говорим про физиологические аспекты, то прежде чем наступить менопаузе, происходят, чаще всего это такие невидимые, неощущаемые, да, изменения в женском организме в течение 4-5 лет перед тем, как наступить менопаузе. И это очень важный период, когда можно женщине подготовиться, да, и сделать ряд шагов, которые как раз-таки этот переход в менопаузальный период сделают легким, сделают качественным и с меньшим количеством проблем. Это как психологические шаги, так и прием препаратов, правильно? Прием препаратов только по необходимости. Конечно, здесь важно посещать регулярно гинеколога и проходить ряд обследований для того, чтобы понять, наступил ли этот уже период, да, а необходимы ли какие-то, да, микроэлементы, витамины, допустим, да, а необходимы ли заместительная гормональная терапия, мы тоже про это говорим. Потому что в этот период многие женщины испытывают физические проблемы. Да, физические проблемы, потому что есть ряд женщин, которые совершенно не замечают. То есть закончилась менструация и закончилась. Для тех, кто замечает, какие это симптомы, может быть, уточните, да? Конечно. Чаще всего это чувство жара, да, это приливы, это нарушение сна, это
эмоциональная лобильность, как мы говорим, да, где-то раздражительность, плаксивость. Эти женщины, они совершенно по-другому реагируют, начинают реагировать на родственников, на близких, на какие-то ситуации в жизни. И, конечно, эта ситуация усугубляется тем, что женщина плохо спит, да, из-за того, что ночные приливы тоже ее, так скажем, да, начинают беспокоить. И все это отражается на, так скажем, нервной системе, да, и дает сбой в целом в организме. И эти все симптомы чаще всего связаны с понижением уровня эстрогена, потому что эстроген — это основной гормон, да, у нас, у всех, у женщин. И как раз-таки, да, если мы все думаем, что эстроген — это только наша там, красота, качество кожи, блеск глаз и так далее. Нет, эстроген практически в каждой системе, да, в каждом органе играет свою роль. Да, он влияет на выстилку сосудов. Здесь уже могут быть, да, какие-то сосудистые проблемы. Влияет, соответственно, на работу там, центральной нервной системы головного мозга. И здесь могут быть нюансы. Поэтому подготовиться к этому периоду очень важно для того, чтобы через 20-30 лет, да, минимизировать риски остеопороза, минимизировать риски болезни Альцгеймера, деменции и так далее. И это все мы можем сделать, да, и начинать уже вот в этот переходный период для того, чтобы дальше жить качественную, полноценную жизнь. Здесь я хочу задать, знаете, такой вопрос. А какова роль средств массовой информации в информировании о женском здоровье? Насколько важно информировать о женском здоровье нашу прекрасную половину человечества? Ну, абсолютно важно, потому что у нас у врачей есть возможность, да, это делать только в рамках кабинета, по сути. Ну или некоторые врачи, и это единицы, они ведут свои блоги, да, и они могут проявляться, но это опять-таки единичные случаи. И как раз-таки, да, средства массовой информации, да, когда мы, врачи, способны, готовы говорить на более широкую аудиторию, это то, что предотвратит, да, различные женские заболевания, это то, что поможет нам, врачам, выявлять различные сложные, да, заболевания на ранних стадиях и, да, поможет нам в излечиваемости этих заболеваний. И, конечно, это то, что повлияет на качество жизни женщины, это точно. Ну, наверное, именно поэтому вы организовали ежегодный форум Femination, да? Да. Что это за форум? Для чего он? Да, это женский форум, да, это форум для женщин. Опять-таки, если говорить про профилактику, да, и про то, а как мы можем не просто жить, а жить качественно, да, в энергии, в ресурсе. Конечно, мы говорим про то, что это форум для широких масс. Тогда, когда мы, врачи, можем выйти из кабинетов, да, и выйти на сцену и говорить о здоровье, да, уже со сцены. Потому что на сегодняшний день мы много говорим про бизнес, про успех, про проявленность и про вот это вот все, но, к сожалению, никто не говорит, а на чем это все держится. Особенно у женщины, да, у нее и семья, и реализация собственная, и бизнес, и много еще вокруг чего, да. И вот женщины — это как раз-таки та категория людей, которые свои вопросы, свои проблемы всегда оставляют на потом. Да, потому что, да, ну как ребенку не уделить, ребенок же важнее, да, муж, да, ой, ну здесь еще нужно, да, и бизнесом заняться. И основная наша цель все-таки привить вот эту культуру заботы о себе, культуру заботы о своем здоровье, да, что прежде всего я и мое здоровье, и когда я буду здорова, все мои близкие, родственники, да, они тоже будут здоровы, да, и мой бизнес будет процветать, и все будет хорошо. Кого вы приглашаете на этот форум? Кто участвует в этом форуме? Кто слушатель? Да, слушатели, конечно, участницы — это женщины, и вне зависимости от возраста, вне зависимости от социального статуса или интересов, да, все женщины. Со сцены, конечно, будут выступать спикеры, врачи, но мы учитываем, что опять-таки, кроме здоровья, нас, женщин, еще интересует очень много другого всего, да, наша молодость, наша красота, проявленность, поэтому у нас будет ряд других спикеров, да, стилисты, да, там, карьерный рост, и вот все мы затронем не только вопросы здоровья, но все сферы жизни женщины, которые важны на сегодняшний день. Посетить ваш форум может каждая желающая? Конечно. Угу. То есть вы анонсируете это мероприятие, и можно приобрести билет и посетить ваше. Да. Когда оно будет? Наш форум... И где оно будет проходить? Наш форум, на самом деле, могут посетить и мужчины.
Потому что у мужчин есть женщины, да, потому что я часто получаю этот вопрос, да, можно мы тоже придем? Я говорю, конечно, вам тоже важно знать, что происходит с вашей женщиной, да, или с вашей дочерью, или с вашей мамой. Форум будет проходить 11 октября в отеле «Море Спа» в Алуште. Один день он длится? Или... Да, это однодневный форум, но в течение этого дня мы, конечно же, максимально соберем, да, тех экспертов и дадим ту информацию, которая будет полезна нашим женщинам. Я напоминаю, что в гостях нашей студии сегодня врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники Femina Family Фатма Алиева. Саголнас. Будьте здоровы.